Якутский эпос Олонхо, у него очень много определений. Это может быть, говорят, что это богатырская сказка, это что вершина и синтез народной поэзии и многое другое. Но я бы хотел дать другое определение. Определение, оно такое более такое философское. Все-таки мы считаем, что наш якутский эпос Олонхо как шедевр ЮНЕСКО, как шедевр, имеющий общечеловеческий потенциал. Все-таки он является для нашего якутского народа и, возможно, для других народов, это как учение о жизнеустройстве самого человека. И можно сказать, что это Олонхо является как бы философией жизни человека в этом срединном мире. Как вы все знаете, Олонхо аккумулирует все знания и жизненный опыт якутского народа. В Олонхо сконцентрирован богатейший и образный эпический язык. Олонхо изучает не только языковеды и фольклористы, Олонхо изучает и другие научные дисциплины, такие как философия, культурология, психология. Можно даже изучать точные науки, как физика, математика, потому что в Олонхо наши ученые находят, например, законы физики разные, да? В Олонхо есть теория большого взрыва, поэтому можно считать, что Олонхо оно такое живое полотно, которое впитывало во многие тысячелетия народные знания о мире, об окружающем мире, духовном мире человека, да? И, как вы все знаете, ядро эпической культуры, она зародилась в Центральной Якутии. И потом оно простиралось до северо-востока нашей Якутии, на северо-западе и на Вилюйской группе улусов. Поэтому мы должны знать, что у нас есть 4 эпические региональные традиции. Это традиция центральных улусов, традиция вилюйских улусов, традиция северо-восточной части Якутии и традиция северо-западной части Якутии. Вопрос генезиса, то есть происхождения якутского эпоса, была объектом исследования многих ученых, и единого мнения о том, где сложилась якутский эпос, еще до сих пор нету. Но как бы есть различные гипотезы о происхождении якутского эпоса, да? И на данном этапе развития нашей науки олонховедения можно сказать, что Олонхо все-таки сложилось во времена Хунской империи, когда на большой территории Евразии простиралась кочевая империя намадов Хунну, и они тесно взаимодействовали, можно сказать, даже враждовали с Китайской империей. И, наверное, вы все знаете и смотрели мультик «Мулан», где рассказывается о героическом походе китайской девушки против захватчиков и на захватчиков, это хуннов. В этом мультике можно сказать, что враги Мулана это является, можно сказать, нашими предками. И во времена этих героических походов, во времена героических сражений, можно сказать, и сложились образы эпического повествования наших древних предков. И их поступки в генетической памяти народа осталось как процесс героизации. И можно сказать даже, что до этот хунская, это одна первая теория, вторая теория это все-таки, что наш якутский эпос берет истоки в тихо-сибирской культуре. Например, в Санкт-Петербурге в Кунсткамере хранится коллекция Петра I. Там есть различные находки, которые находились в Южной Сибири, и одним из них является такая золотая бляха для пояса, да, и это датируется V-IV веком до нашей эры, и считается, что это ранний железный век, да, и место находки это восточная Тува. В этой находке
как бы рассказывается им такой сюжет эпического повествования. Передается мировое древо Ал-Лукмас, и под деревом и пробудным сном спит богатырь, и там мы видим как бы госпожу духа хозяйки земли Аналах Чанхотун, и там две лошади ну, стоят вместе с ним, и есть такой путник и этот как бы раб этого богатыря. По мнению археолога Грязнова, эта сцена представляет обломок древнего эпического повествования второй половины первого тысячелетия до нашей эры. Поэтому вот таких находок, археологических находок, которые входят в коллекцию Петра I, их очень много. И тематика археологических памятников является разной. Там показывается борьба, поединок богатырей, там есть сцены смерти, оживления богатыря, там есть борьба с мифологическими зооморфными чудовищами. Вот эти все археологические находки, они свидетельствуют о том, что вот во времена вот скифо-сибирской культуры, во времена Хунской империи, вот у ранних кочевников все-таки был свой эпос. Продолжателем этого эпического повествования является все-таки наш якутский эпос Олонхо. Ну, как вы все знаете, якутский народ является младописьменным, и как у нас письменность появилась вот в начале 20 века. Мы с нашими коллегами поинтересовались, была ли все-таки письменность у якутов, которая сохранилась в древнем эпическом эпосе Олонхо. И мы специально, используя компьютерный метод обработки текстов, начали искать сведения о письменах в якутском эпосе Олонхо. И вот в 17 текстах якутского эпоса Олонхо мы нашли 86 примеров упоминания о письменах в якутском эпосе Олонхо. И мы их группировали, и получилось 5 видов письмен в якутском эпосе. Это первое, как вы все знаете, в верхнем мире есть небесный архив, где пишутся все судьбы, пишутся все события Срединного мира. И это называется небесный архив. И небесный архив, оно является в Олонхо либо каменным столбом, оно пристает, да, либо есть там каменные таблички глиняные, как мы все знаем, в эпической системе образов Олонхо есть писари, специальная каста писарей под предводительством Угунджурантая, которые хранят эти все каменные глиняные таблички. Так, еще есть там самое интересное, что есть письмена на бересте и на китайском шелке. Такие тоже упоминания есть. И есть упоминание о том, что в Олонхо были все-таки бумажные свитки. И пятая группа, это в Олонхо есть такие, можно сказать, мифологические особенности, наверное, это надписи на животных. И поэтому мы думаем, что все-таки это остаток знания о том, что у наших предков была своя письменность. Это, как мы все знаем, это рунические письмена, орхон и инсейской письменности. Система образов в Олонхо, героев Олонхо, она очень разнообразна, она очень богата, можно сказать. Как мы все знаем, благодаря предпринятым решением Платона Алексеевича Юнского были записаны очень много текстов Олонхо. До военное время были организованы две большие фольклорные этнографические экспедиции. Это Вилюйскую группу улусов и Северную группу улусов, где нашими фольклористами Сягенболо и Савиным были собраны очень много текстов Олонхо. И на данном этапе
Вот в архиве Института гуманитарных исследований хранится 150, практически 150 текстов Олонхо. И благодаря той работе, которая проводилась у нас в последние годы в нашей республике, всего издано почти порядка 100 текстов Олонхо, которые вот именно в плане эпической системы образов, они, в принципе, еще не изучены. Мы со своими коллегами тоже начали по крупицам собирать о сведениях, о героях Олонхо. По главным героям у нас получилось 1514 имен. Главных героев было вот в эпической традиции якутов. И они друг друга как бы не повторяют, у всех разные имена. Одним из интересных и таких любопытных образов в Олонхо является это лоболык, громадная рыба-дракон. Как вы все знаете, рыба-дракон, вообще образ дракона распространено во многих мифологиях мира, да? И вот этот образ тоже существует в нашем Олонхо. И, например, в Олонхо Мельджибюро у Салданского улуса, да, описывается море Нижнего мира, вот где водятся рыбы-драконы. А в северном среднеколымском Олонхо богатырь Срединного мира Маз Батыя Бухатыр вот превращается вовсе в железную рыбу-дракон в поединке с другой железной рыбой-драконом. Вот такие интересные моменты, такие интересные мотивы, образы наличествуют в нашем Олонхо, и брендирование этих образов, этих главных героев, нам кажется, будет очень интересно не только для развития науки, но и для развития образования, культуры и в целом вот креативной индустрии нашей республики. Одной из главных задач нашего института является это брендирование эпического наследия, брендирование образов главных героев и героев положительных, отрицательных и второстепенных, чтобы изучить их, используя различные методы, используя современные методы нашей науки, воссоздать их образы. И, соответственно, вот эти образы, которые будут воссозданы нашими сотрудниками, они могут найти применение в креативной индустрии нашего региона. Это, например, это создание анимационных фильмов, создание компьютерных игр. Вот эти образы могут быть использованы в легкой промышленности, в текстильной промышленности. Нам кажется, вот эта работа, она будет актуальна не только для науки, но актуальна и для развития бизнеса, развития прикладного искусства нашей Якутии.